Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Кадры жизни». Сегодня у нас в гостях заслуженная артистка Республики Беларусь Наталья Томела. Мама с папой белорусы, как поется в песне. Вот. Я, кстати, тоже. И здесь соседи начали медленно сходить с ума. Музыкальная школа. Манера кашестоять этим животом. Вот все время думаю, нет, довольно насыщенно все было, довольно правильно все было. И так, как было, так и есть. Я ж не могу марш сочинить, я не из той серии. Вы просто еще не пробовали? Да, видимо. Надо попробовать. Когда мне сказали, поднимай руку вверх, и я говорю, конечно. То есть, пожалуйста, все что угодно, хоть на слона еще. Вот такая вредина. Детство и юность Натальи Томелы прошли в Калининграде. В 4 года девочка начала заниматься классическим балетом, а важным этапом становления как певицы стала детская музыкальная школа, где ее любимым занятием была игра на фортепиано. Профессиональные навыки будущая певица получила в Минском государственном музыкальном колледже имени Михаила Глинки. Затем был Белорусский государственный университет культуры и искусств, кафедра эстрадного вокала. С 1992 года Наталья Томела – солистка Государственного концертного оркестра Республики Беларусь под руководством народного артиста Беларуси профессора Михаила Финберга. Наталья Томела – участник и победитель многих национальных и международных конкурсов. Заслуженная артистка Республики Беларусь. Наталья, добрый день, мы рады встрече. Добрый день. Мы сегодня о многом поговорим и посмотрим удивительные кадры из вашей жизни и жизни Государственного концертного оркестра Республики Беларусь. Прямо сейчас я хочу предложить вам посмотреть на наш экран стоп-кадр. А вы узнаете, что это? Это мой родной город, где я родилась. Это вот эти дзоты, которые во время войны, это парк отдыха, и рядом была музыкальная школа, в которую я ходила. А это могила Канта. Вот здесь могила Канта, да. Родители ведь живут еще все в Калининграде? Нет, мы здесь все уже здесь. все, вы благодаря переехали. родителям мы, собственно, и вернулись. Потому что мама с папой белорусы, как поется в песне. Вот. Я, кстати, тоже. В паспорте записано белоруска. Замечательно. Вот, так что все Вернулись нормально. домой. Да, вернулись домой. Наталья, скажите, пожалуйста, в вашей семье 2 военных и 2 гражданских, да? Папа у нас военный. И как его зовут? Папа Владимир Федорович Томела. Он еще наряду с тем, что преподавал вот последнее время в БНТУ на военной кафедре, отвечал за различные научные работы, по которым продолжают учиться студенты. Он еще наряду с этим имеет звание профессора Российской военной академии. Военный у нас такой серьезный. Один. Вторая – это моя сестра. Так. Она фельдшер военной службы. Сейчас работает в академии военной начальником аптеки. Как я помню ее, она всю жизнь военная, потому что с 19 лет она уже после окончания медучилища уже поехала в Германию и там служила, и оттуда потом приехала сюда. Понятно. Так что мы только с мамой 2 не военные. А как зовут сестру и как зовут маму? Мама, значит, это Лариса Васильевна Томела, хотя она служила все время с папой. Когда мы жили в Калининграде, там есть училище инженерных войск имени Жданова. Так. И мама была в финансовой части там. И поэтому, в принципе, мы все военные, если так можно сказать. Я выросла в этой среде. Такая и жизнь у меня. Я люблю, чтобы у меня было ровно все по полочкам. Я не опаздываю никогда. У меня строгая дисциплина. И, в общем, это продолжается по сей день. Скажите, Наталья, а фамилия Томела, каковы ее корни? Это белорусская фамилия. Есть такая деревня, Культура. Это Пуховический район. Так. Все Томелы, понимаете? И вот то место называется, как это, Распутье. Еще там находится наша дача. На том месте, ну не совсем, может, рядом стоял дом
моего деда, который был председателем колхоза, который был очень действенный, деловой, у него было и свое производство, всем строил дома, в общем, помогал. И там стоял у него большой дом, как сказать, на 12 окон, что-то так говорили раньше. То есть, ну, большой дом, он сам его построил. Поэтому это родственные корни белорусские. Но, может быть, как папа мой поднял родословную до 18 века. Значит, это были землевладельцы, работящие люди, довольно зажиточные, так сказать. Пару мест зашел из еврейского народа и из цыганского народа. Кто-то, два мужчины. Поэтому, видимо, вся эта страсть отражается на дальнейших потомках, так скажем. Вот. Но еще есть такие, значит, мнения, что фамилия Томила – это плодородное дерево. И оно идет, еще если дальше копнуть туда, в средние века, в Тонский орден, так скажем. То есть, ну, какое-то очень сильное смешение всех кровей. Наталья, скажите, пожалуйста, балет, музыкальная школа, театральная студия, но ведь кроме творчества с малых лет была еще прекрасная физическая подготовка, правильно? А в чем она заключалась? Мама меня начала пристраивать в различные студии Так. в Калининграде. То есть я была очень маленькая, и меня никто не хотел брать. Но в садик ко мне, как по часам, ходила женщина. И она хотела меня забрать в спортивную гимнастику. Потому что я маленькая, компактная. Гибкая наверняка, да. Ага. Но мама не отдала меня, а меня отдала в балетную студию. Тогда в Калининграде набирался класс при Большом театре, который находился в Москве. Причем такой был мужчина. Он меня, значит, одну ногу сюда поднял, вторую поднял, скрутил, сказал: «Мамаша, идите спокойно, все, оставляйте ребенка». И за неделю он меня посадил на такой шпагат и на такой шпагат. Значит, у меня были куплены пуанты розовые. Папа мне привез из Петербурга, значит, привез все. Ребенок был весь в эйфории, в танцах. А потом Наташе надо было где-то полазить и упасть. И почки, пилонефрит. И маме сказали: вы что? Категорически Никакого нельзя. балета. Но открылась другая часть. Музыкальная школа. Вот. И здесь соседи начали медленно сходить с ума, потому что каждый день по 6 часов я занималась фортепиано. Из-за настойчивости родителей или самой хотелось? Я вообще такой максималист. Если мне даже что-то не очень нравится, но мне нужно это сделать, я это буду делать. Это буду делать на 100%. Это вот с таких лет? Вот да. Я это буду делать на 100%, даже если мне не очень нравится. И, в общем, за 8 лет мне это фортепиано надоело так, что я собиралась поступать на фортепиано отделение, но я не хотела туда поступать. И меня услышали, мне поставили 2 ровненько у нас в Минском музыкальном училище. На что, конечно же, я поплакала, ну, как положено, надо же поплакать. В общем. А потом такая думаю: ну и хорошо. И поступила на хоровое дирижирование. Мы вернемся еще к этому. Наталья, скажите, пожалуйста, а какое участие в воспитании принимал папа? Начнем с того, что когда моя мама, как раньше, выносила выбивать ковры сама, у нее спрашивали: женщина, у вас муж есть? То есть, понимаете, военный, он был вечно в разъездах. Но, несмотря на это, я помню всегда, если выучить стихи, мы с ним учили стихи. Под подушку книжка, утром все знаем. Да. Так? Если математика, у меня с этим туго. Тут все мне рассказывали, и я все понимала. То есть воспитание присутствовало. Такая собранность оттуда и пошла. От папы, может. В вашем репертуаре есть прекрасные песни, посвященные самому главному человеку в нашей жизни. Посмотрим на экран. Помню кожную риску и морщинку твою над моей колыской. Помню усмешку твою, широ лаской отурить. Добро ведаю я, мать, мама, матуля, дорогая моя. Мама, что она вкладывала в вашу юную голову? Чему учила? Мама, она до сих пор неутомимый какой-то живчик.
И меня никогда не заставляли ни готовить, ни убирать, ничего. И я всегда была предоставлена самой себе. Я выступала, я училась, я занималась. Мама меня обшивала, обвязывала, ездила со мной на все концерты. Она переписывала ноты, она занималась со мной фортепиано, сольфеджио. А мама это такой остов, просто вокруг которого крутится вся наша семья, вся жизнь. Ну и ваш ангел. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а как складывались отношения с сестрой? Соперничали? Ой, с сестрой, я не знаю, можно это говорить, мы дрались. Просто сумасшествие какое-то было. Почему, не знаю. А разница какая? 7 лет. Ага. Мама возвращается с работы, Так. и соседка говорит, чуть не поубивали друг друга сегодня, разнимала. В общем, она у меня такая побольше, Снежана. Но я тоже не оставалась в долгу. Так. Я хитростью, значит, к ней ходили разные в гости мальчики, моряки разные, военные. И вот один раз пришел молодой человек, а я ему говорю, а ее нету. Она уехала навсегда. Ой, вот последнее слово, это просто... И мама выскочила и говорит, не слушайте, нет, она придет, проходите. Она говорит, что ты делаешь такое? Я говорю, в общем, что-то вот такая вредина. Как принимали решение на семейном совете, куда поступать, на кого учиться? Вот что касается меня, решение было принято в 3 года, что это будет товарищ, который будет заниматься музыкой, петь, танцевать, в общем, все вот это вот художественное, это оттуда. У нас есть в студии волшебный кофр. Обычно там находится предмет, который связан с жизнью нашего героя. Я предлагаю заглянуть в него. Давайте. Открываю. О, У меня вот такой вот предмет в руках. дудочка? Нет. Палочка. Дирижерская палочка. Вот я передаю вам. Что? Я никогда О не чем- держала в руках. О чем это говорит? Что, серьезно? Да, первый Мы думали, раз. что музыкальное училище и... Но, понимаете, хормейстер, ему не нужна. Руками? Это только руками. Понимаете, здесь вот стоит хор, и ты... Или даже вообще глазами. Вот так, там, так, или так, или так. То есть вот, может, вообще минимально. А если мы представим, что перед вами сейчас сводный, огромный хор? Но То здесь же нужно- самое руками. А попробуем палочкой. Палочка Вы знаете, что это только для симфонических оркестров. Ну, это вообще, для волшебная оркестра. палочка. Да? А что будет? Это палочка главного дирижера симфонического оркестра Белтия радиокомпании Сосновского. Да. Видите, как я угадала, симфонический оркестр. Да. Ну, у нашего маэстро Михаила Яковлевича тоже есть своя палочка. Так что все-таки дирижерская палочка, она где-то так идет с вами Да, по жизни. по жизни А идет. 3 четверти, 4 четверти, что-нибудь продирижировать. Хорошо, давайте вы будете солисткой. Не мой. Я вам дам в такт, и вы вступите. Значит, вот это вот весь оркестр. Я, например, на 4, да? 1, 2, 3, 4. И сейчас вы. Та-та-та-та-та-та-та. Вы поете. Мой педагог Евгения Адамовна. Ей все время попадались именно артисты, которые не оставались в этой профессии хоровом дирижерии. Она воспитает, вложит туда все, а не раз и на сцену. Ну вот, пожалуйста. Да. Но все-таки мы, так сказать, с ней оставили след в этом искусстве хорового дирижирования. И в 93 году был конкурс республиканский в городе Мозыре среди хоровиков-дирижеров. И я там участвовала. И заняла 1 место, что самое страшное. Потому что, как она мне сказала, малая, руки короткие, ничего не займешь. Я говорю, ну ладно, все. Ну, хоть поучаствую. Да, ну поучаствуем. Вот, и все. Ну, и в общем, 1 место она сидела и говорит, не может быть. Не может быть. А кроме гениальных педагогов, чем запомнилось время, проведенное в музыкальном училище, кстати, и в университете культуры? Музыкальное училище мне дало все. Так. Оно мне дало такую базу. У нас были все замечательные педагоги. И по сольфеджио, и по гармонии. Лидия Юрьевна Погорелова. Я этого сольфеджио и гармонии боялась как огня. Но она настолько меня воспитала правильно. Я только появляюсь в дверях, она мне говорит, к инструменту. И я так... Все эти гармонические цепочки, это, конечно... Но зато наш курс был весь отличники. У нас все были с красным дипломом. У нас был очень сильный курс. Практически все поступили в консерваторию, только одна Наташа не поступила, потому что сказала, что я больше не хочу. Хотя у меня была возможность идти после конкурса просто прямым ходом туда. До сих пор Михаил Иванович мне говорит,
плохо, что не пошла в консерваторию. Вот. Ну, ничего, как есть, так есть. Так, в общем, а потом был институт культуры, конечно, да. У нас на экране появился следующий стоп-кадр. Вы узнаете сцену, события, а может и песню? Это самая первая моя запись здесь, на Макаенко 9. Это, скажу, это песня Эдуарда Зарицкого. «Я на поплав вышла», по-моему. «Я на поплав вышла». Ты еще далеко. Да, ты еще далеко. Клише тебе светки, погляди, як вышел. Я на поплав вийшла, кличу тебе у святки, погляди, як вишив Майдаліну квітки, як весна бушує, і як тішить вока, тільки ти не чуєш, ти я ще далека. Вы в 92 году становитесь солисткой Государственного концертного оркестра Республики Беларусь под управлением народного артиста, профессора Михаила Яковлевича Фимберга. Да. Было прослушивание или вы как-то сами? Было прослушивание, я пришла, мне сказали, что вы нам исполните. Я Так. села за инструмент, сыграла свою песню, которую сочинила. Потом Андрей Андреевич Шпинев мне подыграл, по-моему, я пела что-то из Гершвина. В общем, я спела вот эти две песни. Мне сказали, ожидайте, мы вам скажем наш вердикт. Так. Потом я еще раз пришла, был жуткий ливень, я помню это. У меня все время что-то першило, я волновалась, я опять что-то пела. И Михаил сказал, ну что, ты, конечно, тут не обольщайся, но мы тебя берем. Прекрасно. Обрадовались. Ура! Вот. Мне, конечно, это все очень понравилось. Я пришла, самая, так сказать, молодая и зеленая, и вообще не из этого жанра, так сказать. Хоровое движение, классическое образование. Да. Но меня уже тянуло давно в эстраду. Давно. Но были вопросы еще, даже с голосом. Это разные две стезии. Академическое пение и эстрадное пение. Так. Если нижний, средний регистр у меня был поставлен, то с верхом были проблемы. И у нас был такой барабанщик один, Александр Сторожук. Если вы слышите, он меня кидал палочки. Вот так, уберите эту певицу, она опять не умеет. И я такая думаю, хорошо, я научусь. И я, значит, начала слушать много музыки, разной, вообще просто от джаз-рок. И я поняла, как надо брать этот верхний регистр. И я его сделала. И теперь это моя методика. Ваша судьба неразрывно связана с оркестром Михаила Яковлевича. Вместе вы уже почти 30 лет. А когда-нибудь доводилось, например, танцевать с маэстро? Да почти каждый раз. Просто, он же такой юморист. Он же еще сочиняет на ходу, импровизирует. И там, или показывает, что ты маленькая, не приставай ко мне еще. Вот. Или мы танцуем, и он вот так вот очень все это художественным вариантом проходит. У нас это почти все зафиксировано. Да, вот следующий стоп-кадр. Попытаемся вспомнить, что это, а потом послушаем. Это джазовый фестиваль, это концерт Beatles, по-моему, да, и что я там, я пела Oh, my loving, I'll be sent to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. Ты еще маленькая. Вот, маленькая. Не приставай. I'll pretend I'll be kissing the lips I'll miss you and I hope that my
поменялось за долгие годы совместного творчества? Да, очень как-то легко зашла, так сказать, с солистами быстро познакомилась, с музыкантами. С музыкантами как-то мне было легче, как музыканту с музыкантами. Мне все время хотелось их куда-то вытянуть, что-то такое новое сделать. Я такая вот неуемная, хотя мне говорили... Расслабься, да. Спокойнее. Спокойнее. А мне что-то хотела, вот что-то мне хотелось перевернуть. И вот на одном концерте в Мозере у меня была песня «Грех» называется, Да. Леонид Захлебного. Я ее пела, и там был такой адлибитум кусок, где молчит оркестр. И я вдруг решила сделать импровизацию, не говоря об этом Михаилу Яковлевичу. Просто я решила сверху вниз зайти таким глиссандом вниз. Там «Ты мой перший». Да что у человека чуть не случилось, я не знаю, что с ним. В общем, я ему сказала: так больше не делай. Ты предупреждай, чтобы я знал. То есть у меня бывали такие сдвиги, что, в общем, вот мне стрельнуло, и я решила вдруг сделать. Такое у меня было. 1994 год. Фестиваль белорусской песни и поэзии в Да. Молодечне. Вы участвуете в конкурсе молодых исполнителей и побеждаете. Кто помогал в выборе песни и занимался с вами? Михаил Яковлевич, конечно, кто мне еще помогал и предлагал. Понятно. Вот, да. Тогда мы вновь смотрим на экран Мгм. и вспоминаем эти события. Окно зашкленное блакитом, покой студеный и пустый, и отливають малахитом на ружах квелые листы. Згубила все прочь сумоты, знайшла все прочь тепла от невыносной одиноты. Твоей коханою была ты мой перший, апошний грех. Какую оценку даете выступлению молодой певицы? Молодой певица, еще Начинающий. начинающая, еще есть куда было идти и расти. Это, конечно, очень здорово, что есть эти кадры. Замотаю твоей. Наталья, скажите, через 2 года еще один конкурс. Международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер». Песни были, Так. я подготовилась, и, собственно, все было нормально. Я получила 3-ю премию. Конкурс – это всегда хорошо. Это какая-то борьба, это тебя подстегивает к какому-то достижению чего-то нового. Ты не сидишь на месте, ты общаешься с людьми, встречаешься. Это новые какие-то потом дальше перспективы развиваются. Нужно участвовать. А как вас поздравлял Михаил Яковлевич с победами? Всегда при всем оркестре. Так. Та-т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 а. У нас следующий стоп-кадр. Вы помните, что исполняли на Могилевской сцене? Да. Бежит, 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 дорога не кончается. Пути то маки, то тюльпаны нам встречаются. Они качаются и улыбаются, как наши старые и добрые друзья. А в небе солнце озорное и лучистое, а небо здесь такое ровное и чистое, что так и хочется рукой дотронуться. Оно ведь рядом, но достать его нельзя. Рядом, но нельзя. Вот и нам, часто всем счастье кажется рядом совсем. А идти до него далеко, далеко. Ну как? Такая я ничего. Еще один международный фестиваль искусств «Славянский базар». Гости, артисты, музыканты, зрители, почти неделя без сна, отдыха. Насколько сложно выдержать ритм такого грандиозного фестиваля? Когда ты там в нем, внутри, этого не ощущается. Ты просто живешь этим. Ты не спишь это, естественно. Ты ешь 1 раз в день, ночью желательно. Вот. Это сумасшедший, классный ритм жизни, вот эта неделя или сколько там сидишь. Даже 2 дня, кажется, уже, что ты там приехал, у тебя не было месяц. Ну, просто потому что настолько насыщенное, это очень качественный, хороший фестиваль. Это очень классный фестиваль.
очень деятельный человек, активный, прислушиваетесь к критике, умеете настроиться только на позитивное, хорошее. Но как принять ситуацию самого себя, если вдруг неудача? Ну как, принимаешь. Принимаешь, грызешь себя, ешь себя. Не успокойся, пока это не исправлю. Да, пока не исправлю. Какой смысл для вас имеет понятие удача и неудача? Мне нужно, чтобы все было на десятку. Так, Ого, это в общем, сложно. На 100%. Да, у меня много, так сказать, било и пинало, но я вставала. Но если меня совсем уже не принимали, да, в этой ситуации, то не получалось, я уходила. Ну вот получается, мир все-таки не рухнул в одночасье. Вы Нет. собираетесь, Нет. пошли дальше. Да. А кроме собственного настроя характера, кто-то помогает в этом? Ну, честно говоря, я сначала переживаю все внутри себя очень сильно. Так было и с 2013 году с Евровидением отбор. Да, ну как-то я очень расстроилась, просто очень расстроилась. А вспомним фрагмент выступления. Да? У вас и это есть? У нас есть все. Да. Но мы посмотрим более ранее. Ага. Дождись. Please wait. Леня Шерин. Нас разлучили никогда, нас разлучила не молва. Я повторяю за тобой твои последние слова. Листает осень календарь, гоняет листья по реке. Твои последние слова я прочитала по руке. Земля устала от дождя, но уходить никак нельзя. И на кино похожа жизнь, ты обязательно дождись. Только опять меня дождись, только смотри, не простудись. Дождись меня. На «Дождись» вот у меня есть клип. Мы выбирали очень долго время, чтобы было тепло. Потому что задумка режиссера Володи Максименко, меня надо поливать было водичкой. Вот. Ну, мы выбрали, как раз было плюс 10, тепло было. Но мы набрали воды дома тепленькой из-под крана, и муж мой меня поливал из лейки. Вот. Я промокла вся до последние нитки. И у меня был сделан такой специальный грим, плотный, жирный, что капли вот так стекали. И еще задумка его была такая гениальная, что потом как-то получилось при монтаже. Это было очень крупные капли, Да, вот так да. вот просто. Ну, ничего, я потерпела, приехала домой, послушалась, все нормально. Поэтому для меня важны люди и их работа. Только опять меня дождись, только смотри, не простудись. Дождись, дождись, пусть уплывают города, пусть исчезают навсегда. Дождись меня. Раскройте секрет. Как вы все успеваете? Работать над программой оркестра, петь, преподавать, сниматься в телевизионных проектах? Да это вообще еще мало, я бы еще успевала, дайте мне еще. Мы подумаем. Мне этого мало. Я вновь хочу открыть наш волшебный кофр. Ну, вы обратили внимание, он небольшой, но очень вместительный. Да. Вот, ну что ж, я открываю. Давайте. А вот что у меня есть. Это мой костюм. Это были танцы со Это звездами. танцы со звездами, да. Второй Да. танец, вторая съемка, я даже... Самбо. Самбо. Да, самбо. Это было очень смешно. Я была такая смешная. Это было очень смешно. Но я очень старалась. Ну, возьмите вновь. С собой? Вообще, это было отличное время. Это было отличное время. Время, когда меня не было дома 3 месяца. Но это были сумасшедшие дни. Это были съемки, репетиции, примерки, похудение на 6 килограмм, Ого. что особенно ценно. Да. Для нас, для девочек. Вообще предлагаю повторить нашему каналу эти все наши танцы. Ну, а, кстати, у нас есть возможность повторить. давайте. Смотрим. Ага, Паша. Ну никак. О, а это уже получше.
Павел Гребенкин. Да. Вы с ним оттанцевали все танцы. Да. Я с ним оттанцевала все танцы. Смотрите, как меня закинули. Вообще, я очень любила, чтобы меня кидали. Я вот этого не боюсь ничего. Вообще, очень нравилось это. И мне было трудно с моим партнером, потому что все танцоры, они думают, что вот мы это раз и станцевали. Они учатся с детства, да? Я говорю, извините, я вот это только сейчас пришла сюда, давай со мной репетируй. Будем репетировать. В общем, я его замучила. Но доверяли ему, ведь все-таки сложная поддержка Абсолютно. есть. И партнеру нужно доверять, иначе если ты будешь зажиматься, бояться, он тебя где-нибудь Точно уродит. потеряет. Потеряет, да. А как вы приняли решение участвовать в проекте «Звездные танцы»? Ой, Сразу понравилось, сразу интересно? было такое собрание такое на ВКНК здесь. Выбирали Красиво. партнера, да, выбирали партнера, кто с кем будет танцевать. Вот, мне достался Паша. Чему я, собственно, очень рада. Ну, красиво, видите, как он танцует вообще. Молодец. Giungerti, porto per poeti che non scriva tu, che conosci il tempo dell'eternità, nel sentiero stretto della verità, fa più luce dentro questo cuore. Я хочу еще это. Как классно. Слушайте, это кто умеет танцевать, да? Хорошо, надо вспомнить. Вообще супер, как платье красивое. Роза моя, кстати. Супер. Прическу мне делала моя Людочка Локис. Каждый раз я приходила новая. Каждый раз. Это было путешествие просто прекрасное. Браво вообще белорусскому телеканалу. Браво! Давайте еще такое сделаем. Так что главное не бояться. Вперед и с песнями. Все, что мы смотрим сегодня с вами, мы нашли в фондах Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь, которые хранят много кадров, связанных в том числе и с вашей творческой жизнью. Ну что ж, следующий стоп-кадр. Давайте. Смотрим. Я устала быть каменной, у меня есть желание от безумной любви сгорать вопреки ветрам. Я мечтала быть маминой, изменить мироздание, опрокинув свой пьедестал, пасть к твоим ногам. Почему я не падаю, радуя тысячи глаз? Это моя песня «Каменная». Вообще, когда я ее пою, я говорю, дорогие мои женщины, девочки, хватит уже мучить себя и быть вечно на посту. Расслабьтесь и дайте себе любви просто. А мальчики, чтобы дали эту любовь быстро всем девочкам. Короче, в общем, и я начинаю. Я устала быть каменной, у меня есть желание от безумной любви сгорать. В общем-то, и пошла. Почему я не падаю, радуя тысячи глаз, ожидая, что лишь твои о любви скажут сейчас? Почему я не падаю, радуя тысячи глаз, ожидая, что лишь твои о любви скажут? Репертуар. Вопрос ведь сложный для многих исполнителей. Как вы его решаете? По мере поступления, по мере желания, когда я вдруг увижу, услышу, о, мне это нравится. Или вдруг я ехала, где-то шла, и мне пришла песня. Я пошла быстро, сочинила ее, сделала аранжировку, записала. Если мне не хочется, я ничего делать не буду. Вот. А то, что мы сейчас посмотрим, Ну, как оно захотелось? сейчас. Ты, как глоток воды, жажду утоли, а потом пусть будь, что будет. Я брошу слому твой
Это моя песня, авторская. Я не знаю, кому я ее посвящала и чего вдруг я ее сочинила. Ну вот я ее сочинила. Просто вот «Твои глаза». А клип снимали, кстати, Оксана и Толя «Вечер». Твои глаза, твои глаза, твои глаза, они горят небесным светом, они прекраснее всех на свете. Никогда, я никогда не позабуду счастья, ласки, пусть это было словно в сказке навсегда. Твои глаза. Свои песни – это больше драма, экспрессия или что-то еще другое? Это все. Это и драма, экспрессия, и дурачество, и радость. Какое у меня будет настроение, такая будет песня. И если я ее сочиню за 5 минут, то это будет хорошая песня. Песня «Твои глаза» тоже, я так понимаю, была написана за вот те самые 5 минут. Да. Ну, тут как-то минор, еще пару песен мы послушали, тоже минор. Много минора? Но он такой минор-мажорный. Все-таки как бы... Ну, он такой с победой на будущее. С тем, что все хорошо. А так просто гладенько, это не для меня. Нет, мне надо, чтобы вау. Можно ли сказать, что после оркестра телевидение для вас второй дом? Да. Я обожаю телевидение. Я могу здесь пропадать. Вот даже вот в «Империи песни» мы же здесь ночевали с Димой. Нам было весело, интересно. Потом танцы со звездами. Мы же тоже приходили и уходили за полночь. Еще не ходили, нас выгоняли уже. Идите домой уже. Конечно, это так затягивает. Ну, вы же знаете, это же затягивает просто. Не надо хлеба, дайте зрелищ. А чем стал для вас телевизионный опыт? Чем помогает в работе? Ты коммуникабелен, ты Так. раскрыт, Так. ты уверен в себе. Ты же делаешь, потом смотришь, анализируешь, где плохо, где не очень подправляешь. То есть это огромнейший опыт. Вам важно, что о вас пишут? Да, я очень переживаю. Мне даже важно, что мне вдруг сказали, уже человек забыл, а я перевариваю, хожу. Перевариваю в себе это, кручу. Мне говорят, слушай, уже там уже забыли. Сразу. Уже, причем сразу. Да. Сколько можно? Причем это у меня видно на лице. Для меня одно слово может дать такой вот пинок, и я буду восстанавливаться очень долго. У меня это все видно сразу. Наталья, а что говорят люди, когда узнают вас на улице? Всегда очень хорошая, так приятно. Я быстро схожусь с людьми, я могу даже могу телефон еще дать. Вообще такая. Вот. Не один раз и с оркестром, и с сольными концертами вы побывали в самых различных уголках Беларуси. Какие программы привозите, какие песни исполняете? Вообще общаетесь ли с вашими слушателями? Конечно. Программ у нас очень много. Выбираем под каждый случай, какая нужна, какой праздник. Выбор огромный. Пожалуйста, на любой вкус. Вот. Ну что ж, я предлагаю вспомнить еще один интересный проект BLT радиокомпании, в котором вы принимали участие. И, конечно же, потом послушать рассказ о том, как это было. Смотрим на экран. Ой, беда, подруженьки, ой, беда, як была я дівчина молода, десь зустріла хлопця я за селом, а у його кучери над чолом. Десь зустріла хлопця я за селом, а у його кучери над чолом. Да, я знаю, что это. Я знаю, что это «Наперед у минулое». Да. Да, отличный, в общем, проект, отличный. Такие ребята работали. И Юра Ващук, Тео делал аранжировку. И это Сергей Сухомлин последний делал аранжировку. Когда мы ехали уже снимать непосредственно где-то в деревнях, тогда еще выезжали. Вот, да. В общем, мы оттуда чуть уехали. Они же все люди такие хлебосольные. Наши. Гостеприимные. Гостеприимные. И холодно, помню, было зимой. Но нас так согрели, там, накормили. В общем, молодцы. Хлопця я убачила у житті. Мне такие кучери не знайти. Довго задивлялася я на їх. Де узяв він кучери чарівних. Довго задивлялася я на їх. Де узяв він кучери чарівних. Наталья, в вас заложена огромная любовь к профессии и к людям. Вы как солнце. Отдаете тепло, делитесь настроением. Спасибо. Вы занимаетесь детками, вокалом, готовите к конкурсам, придумали собственную систему обучения.
Как вам работается с детьми? Мне очень легко работать с детьми, они меня воспринимают за свою. Однажды мама ребенка зашла в класс и искала меня, вот так, я стояла рядом, она меня искала. А я говорю, а кого ищете? Она говорит, преподавателя. Я говорю, я тут. Она, ой, я вас не узнала. Ну, то есть... Один рост. Вот. Мы очень хорошо с ними сходимся. Ну, у меня не только дети, у меня есть и повзрослее, 23, 24, Так. 29 Ага. дети. Есть Так. такие вот, которые тоже поют. А что касается малышни, вот этой пятилетней, 7, 8, 9, это вообще, это просто отдельная страница. Это просто такое чудо. Пришла девочка одна. Я смотрю на нее, на ее глаза, и вижу себя. Я говорю... Что-то очень знакомое. Оказалась моя родственница. А дочка моего двоюродного брата. Такая же фамилия. Мне говорят, так фамилия Тамела же. Я говорю, да. В общем... Не Наталья? Нет, Тоня зовут. Так что династия пошла дальше. Еще одна певица будет. Говорят, что для женщины очень важно удачно выйти замуж. Вы согласны с этим? В каком смысле удачно? Деньги, любовь. О, здесь каждый Выбирает вкладывает в это своё, понятие свое, да. Для меня главное, чтобы меня выдержали. Вот это удачно. Я вышла замуж, меня выдерживают. Жена мне говорит, ну если бы не Игорь, ты бы не вышла ни за кого замуж. В общем, тебя сложно очень выдержать. Ты же, тебе ж надо вот прям сейчас и сразу. Вот не завтра и потом, а прям вот сейчас. Вот. И только он может это сказать, да, хорошо. И пошел делать. Ваш супруг Игорь рассказал о том, как все начиналось. Так, ну что, мы еще живые тут. Это наш результат езды по заграницам. Ну что, садись, поехали. На репетицию жижешь. Ну, я видел ее на экране телевизора, и, в общем-то, она пришла ко мне на работу, где я работал, там у нас был специальный проект. Я хотел, в общем-то, познакомиться с ней. Ну, может быть, немножко стеснялся, хотя, в общем-то, я сразу подошел и сказал, что давай сегодня встретимся, сходим на чашечку кофе, а дальше будет видно. Ну, так у нас как бы все пошло и поехало. Хватит уже. Все. Какие молодые! Вы сразу почувствовали, что Игорь ваш человек? Да, вот как-то сразу. Он сидел в окружении девушек, я вам сейчас сразу скажу. Значит, в окружении девушек. Он такой юный бизнесмен. Ко мне пришла какая-то девочка, и я говорю, это кто? А девочка оказалась ее двоюродной сестрой, Так. троюродной. И я говорю, а можно как-то мне познакомиться вообще? Он свободен? Тут я уже... Он говорит, да, он только что развелся. Я говорю, ага, хорошо. Так, то есть он думает, что это он. Так нет, это я. Это я первая. Мы знаем всю правду. Да. Вот, а сейчас, самое интересное, это троюродная сестра вышла замуж за моего троюродного брата. А он думает, это он. Никогда. Ваше имя коварство Да, да. Это я все сделала. И сказала, так, когда ты меня уже будешь замуж звать? Давай. Зови уже меня быстрее замуж. Да. Ну, в общем, я, в принципе, на свадьбу я не спешила, пока мне мама не сказала, слушай, меня спрашивают, мне неудобно, что это значит, ты не замужем? Давай быстрее. И подружка моя, Лора Грибалева, она сказала, ты шубу уже купила? Машину все равно купила. Квартиру ремонт сделала? Давай свадьбу. Я уже сносила все сапоги, туфли, платья. Давай. Ну, я говорю, ну ладно, раз вы хотите все свадьбы, будет вам свадьба. И опять же, я решила сделать свадьбу. Поэтому пусть он там... Ну, кто шея, кто голова. А, кстати, а кто главный в доме? Не знаю, я, наверное. Нет, ну мы вдвоем, понимаете, вот у нас такой тандем, у нас все вместе, у нас деньги вместе, мы думаем вместе, мы соображаем все вместе, мы ездим отдыхать вместе, мы работаем вместе, мы дачу ремонтируем вместе, выдумываем вместе, мы везде вместе. Значит, мы два главных. Вы планируете свой день с вечера? Вот, например, а вдруг что-то произойдет такое незапланированное? Планирую. Так. Планирую, но если не запланировано, я быстренько подстроюсь. Я очень мобильный человек. Ага. Я найду выход. Я прилечу с другого города, если надо. Я найду вариант. Если это очень надо кому-то, или мне, или моим родным, я все сделаю. Ну что ж, именно по этой теме у нас тоже, скажем так, есть и музыкальный вопрос, и музыкальный ответ. Давайте. В зеркале ты видишь себя печальной без причин опять. Все думаешь, чтоб избежать той скуки, что ты ненавидишь. Если тебя терзает
не больше, чем привычка слушать о жизни не берусь. Про одиночество знаю отлично. Как в таком плотном графике вы находите свободное время? И если вы его находите, как вы его используете? У меня есть хобби. Так. Я еду на дачу. Мне надо покосить газон. Так, сама. Конечно, никому не доверяю. Ой, Косилочкой, косилкой. ну это вот, которая есть. А то я думала, так... Триммером я тоже могу, не вопрос. Как-то мужчины, которые проводили у нас газ, они меня, значит, спрашивали, вам помочь? Я говорю, я уже закончила. Они говорят, да, это вы вот это все сами? Я говорю, а кто же? Это очень хорошая физическая форма, попробуйте. Это очень хорошо, легко, непринужденно. Подняли бревнышко и понесли. А кто работает над вашим сценическим образом? Работаю сама над ним. Так. По голове, по прическам. Начинаем оттуда и... Есть у меня Людмила Локис, которая занимается мной головами и лицом с 96-го года. Мы с ней вместе. Она первая мне резанула волосы, сказала, что хватит. Вот это вот первые были кадры, Да, когда да, молодечно. да. Вот, и вот это 96-й год Могилев. Да, «Золотой вот, шлягер». Да, это вот... Короткая прическа Да, такая. да, она мне сказала, тебя это тяготит, это нужно убрать. В общем, и когда я пришла, помню, было открытие Молодечной, здесь было на Макаенко 9, было первое открытие Молодечной уже в 96-м году. Я пришла с короткой стрижкой, Михаил Ильич меня очень долго искал. Я говорю, я тут. Он говорит, что? А кто это вообще? Я говорю, это я. В общем, я была разных цветов, разных вариантов. Вот даже танцы со звездами, разные прически. А вот это дальше, ну, это уже я сама. Сама, да. Что вижу, ну, я уже себя чувствую, как мне надо. В чем мне удобно, что я хочу, какой стиль, я уже как бы уже определилась в этом. Поэтому сама. Наталья, телевидение – вещь уникальная. Оно дает возможность одномоментно увидеть человека в разные периоды его жизни и творчества. И, в общем-то, мы решили воспользоваться этим свойством. Я предлагаю вам посмотреть небольшой видеоколлаж. Давай. Пожалуйста. Дає хлопець 3 копейки, ой-ой-ой, пойди купи хлеба, соли, ой, боже ж мой, хлеба, соли не купила, ой-ой-ой, на базаре заблудила, ой, боже ж мой, хлопець башеньку пахає, яго сошенька криває, хлопець башеньку пахає, яго сошенька криває, ой-ой, 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 ой, боже ж мой. Дипломом як самая стильная спявачка узнагароджена солістка канцэртнага дзяржаўнага аркестра Беларусі Наталья Тамела. Наталья Тамела. Вядома, што пад стылем маецца на ўвазе не толькі знешнасць, але і тое, як суадносіцца сцэнічны імідж гэтай артысткі з яе ўнутраным «я». Усё суадносіцца выдатна. Да. Здорово. Здорово. Спасибо. У нас небольшой блиц-опрос. Короткий Так. вопрос и короткий ответ. Главный праздник вашей жизни? Все дни рождения моих родных. Мамы, папы, сестры, племянницы, мужа, меня, Новые года. 8 марта, конечно. Ну, 8 марта у нас нет, потому что день рождения мужа. Да, вот это основное, когда мы вместе. Это здорово. Вот. Главный человек в вашей жизни? Мама и папа. И муж. Если не эстрада, то что? Эстрада, только эстрада. Нет, только эстрада. За что вы любите свою профессию? За то, что она дает мне жизнь. Любимая книга детства? Карлсон, который живет на крыше. Вот. О чем вы жалеете? О чем я жалею? Ни о чем не жалею. Любимое время года? Весна и лето. Любимый вид спорта? Это спортивные танцы. На каком море любите отдыхать? На теплом, на черном, адриатическом. Наталья, я благодарю вас за то, что вы были у нас в гостях. Вы делились воспоминаниями, эмоциями. Мы вспомнили вместе с вами кадры вашей жизни и творческого пути. Нам было интересно. Мне тоже, извините. Я вам очень благодарна, что вы меня пригласили, Марина. Большое вам спасибо, что вы не забываете
продолжайте жизнь каждого артиста. Я знаю, у вас очень много уже отснятых материалов с артистами. Спасибо вам огромное. Ну, а я к вам пришла не с пустыми руками. Я пришла с дорогим мне подарком. Это книга о нашем оркестре, о Михаиле Яковлевиче, о всех солистах, о всей нашей жизни. Я дарю ее прекрасному телеканалу «Беларусь-3». Пусть она будет для вас неким талисманом в жизни. Пожалуйста. Спасибо огромное, спасибо, Наталья. Это действительно замечательный подарок. Пусть все так и будет. Пусть.